повестке целый ряд важных вопросов. На заседании парламента говорилось и о нехватке воды в Токтогульском водохранилище. Депутаты поинтересовались, как идут переговоры с соседними странами. Нам сообщают о недостаточной заполняемости Токтогульского водохранилища. При этом мы узнаем, что правительство ведет переговоры с соседними странами. Вчера сказали, что с сентября по ноябрь мы будем покупать у Казахстана электроэнергию по цене 2,4 цента за киловатт. Если им нужна вода, пусть покупают. Если мы купим электроэнергию, а воду просто так отдадим, это же неправильно. Поэтому надо воду продавать. И еще, пусть правительство отчитается, сколько кубов воды сейчас поступает в Токтогульское водохранилище и сколько вытекает. Народ должен знать и контролировать. Также он потребовал, чтобы данные о притоке и расходе воды в Токтогульском водохранилище давали полную информацию. Если объем воды будет низким, значит это знак отключения зимой, сказал депутат, добавив, что правительство, если проведет переговоры, то пусть продают воду, а на полученные средства импортируют электроэнергию. Вы сами, наверное, слышали, вот уже 2 дня обсуждается вопрос об участке на границе с Узбекистаном в местности Сай на территории сельского округа Карадарья Сузакского района Джалалабадской области. Этот участок, говорят, является неописанным. Мы ознакомились с материалами, там указывается решение о том, что из 25 гектаров этого участка только 8 гектаров остается нам, а остальное отходит соседям. А у местных властей разве есть такие полномочия? Наши фермеры говорят, что годами использовали эти земли, сажали там рис, платили налоги и аренду. Если это был неописанный, несогласованный участок, куда тогда уходили эти средства? Курс доллара көтерілсе, жаусам ГСМ-дің басы көтерілсе, біз... Вот у нас в стране есть уникальная тенденция. Как только поднимается курс доллара или повышается цена на ГСМ, дорожают продукты. Но когда они падают, продукты продаются по той же высокой цене. Вот хочу обратить ваше внимание. Например, мешок муки стоил 1300 сомов, потом 1600 и 1700, и так и осталось. Я разговаривал с директором мукомольного предприятия. Он тогда объяснял, что подорожание связано с ажиотажем в связи с пандемией из-за курса доллара и цены на топливо. Но сейчас курс упал, ажиотажа нет. Цены на ГСМ снизились, а мука все еще дорогая. Пусть в этом вопросе разберется антимонопольная служба. Во время следствия, даже после суда, после приговора суда, кто-то в свое время украл бесценные картины, сейчас говорит, давайте я просто возмещу, хотя это практически невозможно восстановить. И также избегает ответственности. Зато женщины, роженицы в Нарынской области, которые из-за условий содержания, из-за бардака в системе здравоохранения Нарынской области хотели покинуть так называемую больницу, которую с натяжкой можно назвать таковой, в отношении них начато досудебное производство. Вот наши реалии. Я ознакомилась через фото, видео с состоянием Нарынской областной больницы. Я могу сказать, что это ужасное состояние, абсолютная антисанитария. Мне прислали фотографии, например, физкабинета. Это разрушенные стены, это разрушенные санузлы. Извините, в таком содержании, да, просто не только невозможно вылечиться, но однозначно можно подхватить какую-то инфекцию. Поэтому женщин, которые ожидают детей, понять можно. В ходе заседания парламента депутат Калдарбек Баймуратов поднял вопрос о состоянии каналов и ирригационных сооружений, был явно недоволен работой отдельных служб и даже задал вопрос, обязательно нужно проводить президенту совбез и снимать с работы 3-4 человек, чтобы начали двигаться. Вот уже жара наступила. Если так продолжится, то что будет с водохранилищами и бассейнами суточного регулирования? Как будет доставляться вода до людей? Как будут очищаться каналы? Каково состояние поврежденных из-за зимних морозов ирригационных сетей и бетонных лотков? Никому нет дела. Сидят в министерствах, уткнувшись в бумаге. Алмазбек Акунжанович, готовьтесь, будет жара, людям нужна будет вода. Уже сейчас за воду спорят. Спрашивают, будет ли правительство решать эти вопросы или нет. Или же президент должен провести совбез, и еще 3-4 человека должен снять с работы, и тогда будете двигаться. Когда будете работать? Дайте информацию конкретно, сколько воды есть в водохранилищах, в бассейнах суточного регулирования, сколько каналов отремонтировали, готовы ли они к летним оросительным работам или нет, кто исполнит и куратор от правительства, дайте информацию.
Депутат Бактыбек Турузбеков предложил передать ипподром вблизи города Чолпон-Ата в ведение госагентства спорта, так как ипподром находится под угрозой банкротства. По его словам, сейчас ипподром, на строительство которого было потрачено 1,5 миллиарда сомов, находится на балансе фонда по управлению государственным имуществом. В год там проходят только 2 государственных мероприятия. 9 мая – День Победы и 31 августа – День независимости. Другие мероприятия практически не проводятся. Может, стоит рассмотреть его передачу Госкомспорту, чтобы другие мероприятия проводить, и он мог себя прокормить? Из-за недостаточной работы по управлению у ипподрома накопились долги. Так, на 1,5 миллиона сомов есть задолженность по зарплате, по отчислениям в соцфонд 2 миллиона сомов, по налогам 8 миллионов, за электроэнергию должны 500 тысяч сомов. Общий долг составил порядка 15 миллионов сомов, и он каждый месяц растет. Вопросы, которые требуют неукоснительного решения. В Карабулакском айлюкмыте в канале Каракол нет поливной воды. Об этом сообщила депутат Карамат Урозова. По ее словам, этот канал обеспечивал водой 1000 гектаров земли. На реконструкцию сооружения был найден донор, который выделит средства, но со стороны агентства водных ресурсов работа не проводится. Кубат Хуанчбекулу, Диас Сакимбаев, НТС.